Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. России важно иметь верного союзника в Закавказье, и она продолжит развивать активное военно-техническое сотрудничество с Абхазией, заявил председатель Комитета Госдумы России по обороне и безопасности Андрей Картополов. Что касается отношений в рамках военного сотрудничества, безусловно, они развиваются. Есть договор и планы по оснащению и переоснащению вооруженных сил Республики Абхазия, сказал он в эфире радио «Спутник Абхазии». Картополов отметил, что уроженцы республики сегодня участвуют в специальной военной операции. Там погибли уже более 50 абхазских бойцов. Для Абхазии это очень серьезная цифра. Об этом говорил Сергей Кириенко в своем выступлении. Мы это видим, мы это чтим и глубоко уважаем за это абхазский народ, заявил он. Андрей Картополов также подчеркнул, что Абхазия и Россия интересны друг другу по многим причинам, начиная от безопасности, заканчивая экономикой и туристическими возможностями Абхазии. В принципе, в Гагре природа точно такая же, как, например, в Монте-Карло, и этим надо пользоваться. Значит, нам надо создавать свое Монте-Карло и свои Канны, чтобы здесь было то, чем можно гордиться, чтобы люди ехали сюда с удовольствием, чтобы люди стремились сюда ехать. Российский турист – благодарный турист, он голосует рублем, он приносит эти рубли экономике Абхазии и тем самым поднимая благосостояние абхазского народа, заметил депутат. Он напомнил, что развиваются и инфраструктурные проекты, например, реконструкция КПП на границе, которая должна завершиться к 2028 году. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность погранпункта. Помимо этого, добавил Картополов, открытие Сухумского аэропорта и наращивание пассажирского потока по морю и железной дороге будут способствовать увеличению потока людей в Абхазию, что положительно скажется на экономике страны. Продолжаем передачу. При последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Имеди. Я думаю, что при последовательной политике и терпении вполне реально достичь любой цели, в том числе и нашей главной мечты – восстановления территориальной целостности, заявил Кобахидзе. По его словам, события развиваются динамично и пока неизвестно, куда пойдут эти процессы. Решение этого вопроса будет зависеть от разных факторов, но при терпении и правильной политике все возможно, утверждает грузинский премьер. Новизны в этом высказывании нет никакой, считает политолог Сергей Маркетонов. Он успел уже откомментировать заявление грузинского премьера в своем телеграм-канале «Донской казах». В грузинских нарративах об Абхазии и Южной Осетии, как властном, так и оппозиционном, доминируют два представления, пишет Маркедонов. Что характерно, их транслировали и радикальные националисты, и вполне себе респектабельные мыслители вроде Мираба Мамардашвили, бросившего как-то раз, что слово Абхазия является синонимом слова «Грузия». Во-первых, борьба за независимость рассматривается как бегство от России. Не так важно, под каким знаменем. А бывшие автономии Грузинской ССР при таком раскладе видятся как инструменты Кремля, считает политолог. Во-вторых, самостоятельная мотивация абхазов и южных осетин недооценивается и принижается. Отсюда и популярность нарратива. Восстановление территориальной целостности – это не просто преодоление каких-то местных смут, это полное и окончательное освобождение от имперской длани, пишет эксперт. Абхазия и Южная Осетия являются для постсоветской Грузии важным элементом ее символической власти. Эмиль Дюркгейм называл это проявлением логического конформизма, то есть гомогенным восприятием времени, пространства, числа, причины, что делает возможным согласие между умами и провластными, и оппозиционными. Граждане Грузии и власти страны заключили негласный общественный договор по поводу ключевых проблем, вызовов, угроз. Отсюда и секьюритизация не в пользу России, и формирование национально-государственной идентичности, отмечает Македонов. Далее политолог отмечает, что этот вопрос давно уже стал предметом внутренней политической борьбы в Грузии. Абхазо-юго-осетинский фактор, отмечает Македонов, давно и прочно инструментализирован. И любой представитель власти или оппозиции 100 раз подумает, прежде чем хотя бы намекнуть об уступках
всех в этом вопросе. Можно не досчитаться не только голосов, но и угробить собственную карьеру, отмечает Маркедонов. К другим новостям. Американская разведка в ежегодном докладе констатировала, перспективы Украины на поле боя стремительно тают, пишет Политика. Несмотря на помощь союзников, конфликтное истощение приведет к ослаблению позиций Киева. Потенциальное соглашение будет достигнуто на выгодных для России условиях, озабочено в издательстве. В ежегодном докладе, опубликованном во вторник, американские разведывательные ведомства забили тревогу насчет стремительно тающих перспектив Украины на поле боя. Ежегодная оценка угроз за 2025 год, обнародована управлением директора национальной разведки и озвученная высшими должностными лицами на слушаниях в соответствующем Сенатском комитете, предупреждает, что последний год Москва, цитата, «берет верх в конфликте и идет к тому, чтобы сосредоточить в своих руках больше влияния», конец цитаты, и добиться более выгодных условий на переговорах с Украиной и Западом. Разведывательные ведомства констатируют, что военная устойчивость России сохраняется, несмотря на большие потери на поле боя. Личный состав исправно пополняется, а промышленный потенциал продолжает наращиваться. Издание «Политико» также отмечает, что анализ разведки появился на этапе, когда президент Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию. Ранее он баллотировался в президенты с обещанием остановить конфликт за сутки. Однако отношения США и Украины переживают сумбур, невиданный с начала российской спецоперации в 2022 году. Дипломатический натиск Трампа также встревожил сторонников Украины в США и Европе, которые опасаются, что потенциальное соглашение может быть достигнуто на выгодных России условиях, пишет Политика. При этом оценка разведки ставит под сомнение готовность как России, так и Украины к соглашению. Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении обсуждений с целью прекращения боевых действий, говорится в отчете, но, по-видимому, оба лидера по-прежнему считают, что риски затяжного конфликта в любом случае меньше, чем при неудовлетворительном урегулировании. Британская Independent, в свою очередь, опубликовала статью с говорящим названием, которая прямо транслирует отношение европейцев к переговорам по Украине. Статья называется «Пока продолжаются мирные переговоры по Украине, только Владимир Путин имеет все преимущества». Автор статьи в Independent Марк Алмонд пытается продвинуть идею о том, что якобы за переговорами в Эр-Рияде скрываются тайные договоренности по Украине. Также в этой статье прошелся по некоторым американским чиновникам высшего разряда, давая понять, что они часто проявляют неосведомленность и невежество в вопросах, которыми напрямую занимаются, дескать, не понимают и не знают они реалий украинских, и, соответственно, заниматься этими переговорами не могут. Досталось спецпосланнику Трампа на переговорах по Украине Уиткофу. Невнимательное отношение Уиткофа к событиям на Украине обусловлено тем, что его интересует только заключение сделки, а не изучение российско-украинского конфликта, пишет британский автор Independent. Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что тема украинского конфликта в переговорах Москвы и Вашингтона очень сложная. По его словам, они требуют много дополнительных усилий. Напомним, что ранее Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России. По его словам, это произойдет в случае, если Москва не пойдет на урегулирование украинского конфликта. Кроме того, американский лидер пригрозил запретом импортерам российского топлива на введение бизнеса США. Кандидат политических наук Павел Фельдман тем временем выразил мнение, что заявления Трампа о возможных новых санкциях в отношении России связаны с его разочарованием в невозможности быстрого урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что американский президент также хочет опровергнуть обвинения в тесном сотрудничестве с Москвой. Подробнее тему мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Николай, в очередной раз в студии Абхазского телевидения. Скажите, пожалуйста, вот наша тема все равно, мы крутимся, уже много раз обсуждали этот вопрос с разными экспертами, с вами тоже. Все-таки это один из главных вопросов, которые часто сейчас во всех СМИ обсуждается. Это главный вопрос геополитики. Что происходит? Близки ли переговоры, вот, получается, России и Украины, или переговоры по Украине? Было уже 2 встречи в Эр-Рияде. Как вы оцениваете сейчас ситуацию? На каком этапе все это находится, на ваш взгляд?
Добрый день. На самом деле оценить точно эту ситуацию по силам только тем, кто непосредственно вовлечен в процесс, потому что то озвученное, что становится достоянием общественности по результатам переговоров, это даже не вершина айсберга, это Мгм. так, кусочек снега с этой вершины. На самом деле очень сложно спрогнозировать итог переговоров, причем быстрый итог, с учетом того, что отношения фактически не поддерживались в течение нескольких лет. То есть здесь независимо от участников процесса, как бы критически важно вообще вернуться к какому-то формату диалога. Но это вот как при там, первом практически свидании, то есть надо наладить сначала коммуникацию, как бы выяснить, что и как будет интересно и каким образом будет продуктивно общаться, а только после этого ожидать какого-то результата. То есть здесь идет пока такой очень сложный процесс притирки тех, кто давно не коммуницировал на высоком уровне. Это момент первый. Момент второй. Понятно, что переговоры проистекают из обещания Трампа о том, что он урегулирует украинский кризис с пользой для Соединенных Штатов, урегулирует быстро. То есть ему нужно показывать, что он выполняет в том числе и эти свои предвыборные обещания. Понятно, что значительной части американцев это не очень интересно, но сам факт выполнения – это критически важный момент, который тоже должен иметь значение обязательно. Что касается содержательной стороны, понятно, что это очень долгоиграющий процесс. Почему он долгоиграющий? Потому что у сторон нет каких-то абсолютно сходящихся решений по Мгм. украинской проблематике. То есть есть свои позиции, от которых не отступит Российская Федерация, есть то, чем на сегодняшний день не готовы поступиться Соединенные Штаты. Соответственно, как бы прежде чем здесь будет достигнут какой-то компромисс, это должно буквально по каждому пункту пройти длительное не только обсуждение, но и согласование с самыми разными политическими игроками, многие из которых вообще находятся за кадром. И здесь я не о Зеленском и не о Европейском Союзе и не о Китае, здесь о тех группах влияния, которые есть и в Москве, и в Вашингтоне, и которые оказывают непосредственное воздействие на процесс принятия решений. И третий момент, ключевой здесь, это то, что важен на текущем этапе сам процесс. Потому что процесс включает много составляющих, обсуждаются самые разные вопросы, а в данном случае Украина и урегулирование являются фоном. То есть фон важен, фон должен быть красивым, но как бы многие моменты должны быть решены тоже сейчас. Это вопросы, связанные с интересами и американского бизнеса, и с экономическими интересами Российской Федерации. То есть во многих смыслах эти вопросы даже более, наверное, первостепенны, чем урегулирование. Потому что обе стороны, в отличие от массы журналистов или лидеров общественного мнения, или вообще обывателей, понимают, что быстрого решения здесь не будет. Ни за 50 дней, ни за 100 дней. То есть здесь ключевой момент – это понимание того, что это процесс длительный. Поэтому идет и давление, ну, все инструменты переговоров, они задействуются. Поэтому опять возникают санкции, поэтому недвусмысленно намекают, что все зависит от тех результатов, которые по факту есть на фронтах специальной военной операции здесь и сейчас. То есть это такая серьезная, большая, как бы дипломатическая игра, о реальном содержании которой мы имеем достаточно смутное представление.
А что вы скажете насчет мнения о том, что вот говорят о том, что вот, скажем, в любом случае, что бы ни происходило, и как бы длительно это ни происходило бы во времени, мы наблюдаем некий процесс, по крайней мере, переговоров, сближения. Было две встречи в Риаде, имеется в виду российской и американской сторон. Также отдельно есть переговоры американцев и представителей Украины. То есть процесс все-таки идет, но есть мнение о том, что все это, как бы, условно говоря, сближение на фоне того, чтобы Китай не наращивал здесь свое влияние. То есть это, ну, можно очень грубо сказать, дружба против Китая. Вот многие пишут об этом. Как вы думаете, это вот насколько все оправдано? Ну, с точки зрения американской геополитики, самый прекрасный расклад — это столкнуть Россию с Китаем и уже потом восстановить свою мировую гегемонию на как бы руинах этого конфликта. Но в данной конкретной ситуации очень маловероятно, что такая цель даже в каких-то нюансах и деталях достижима. Поэтому я думаю, что если ее и держат в подсознании, по крайней мере, представители американской политической элиты, уж здесь-то на быстрый результат они точно не рассчитывают. В то же самое время, как бы российская элита, ну и те, кто участвует в переговорном процессе, они прекрасно понимают, что всякие объятия, условно говоря, Соединенными Штатами чреваты тем, что в этих объятиях можно задохнуться. Поэтому здесь есть ощущение того, что, по крайней мере, Российская Федерация, да, я думаю, Соединенные Штаты тоже, относятся очень с большой осторожностью ко всему тому, что происходит, и стараются не дать своим оппонентам по переговорному процессу использовать это в каких-то своих долгоиграющих интересах. Потому что цена любой ошибки, допущенной здесь, в большом долгоиграющем процессе будет очень велика. Поэтому здесь очень важно понимать, что сближение — это не более чем договоренность таких больших, длительных стратегических противников. Они ими и останутся. И будут оставаться до тех пор, пока у них сохраняется стремление к ощущению себя сильной, могущественной, влиятельной державой. То есть пока это будет, мы будем противниками. Да, для этого не обязательно вести холодную, горячую или прокси-войну, но друзьями, как бы, те, кто претендует на роль единого плана, быть не могут по определению. Мгм. Еще другая тематика, которая часто всплывает, очень часто заинтересованность серьезную Трампа, скажем, в этих переговорах и попытки его дипломатически, очень часто сводят именно к теме доступа к украинским ресурсам, земельным в том числе, там, редкоземельным металлам и прочим. Как вам кажется, то есть очень часто говорят о том, что вот в первую очередь он бизнесмен, известный бизнесмен, и его интересует ресурсная сторона вопроса. Вот как вы это оцениваете? Трамп действительно известный бизнесмен, в том числе и очень интересными моделями ведения предпринимательской деятельности. У него там было, по-моему, 20 с лишним банкротств разных его проектов, но из всех этих банкротств он умудрился извлечь предпринимательскую выгоду. То есть это очень опытный игрок, который везде найдет свой результат. Другой вопрос в том, сколько заложено во всех этих переговорах вокруг украинских ресурсов и их эксплуатации Соединенными Штатами, пиар-составляющей, и сколько заложено реальной составляющей. Понятно, что никаких редкоземельных элементов в том объеме, который там пропагандирует Зеленский или упоминает Трамп, естественно, нет у Украины в доступе, и это как бы абсурдное решение. Те проекты договоров, которые представляются общественности, они фактически говорят о том, что Соединенные Штаты готовы установить контроль за украинскими ресурсами в целом, в том числе и как бы не за тем, что добывается в качестве полезных ископаемых, а за тем, что, собственно, и производится на Украине или там в рамках торговых трейдов эксплуатируется через украинские черноморские порты. В данном случае, да, Трамп хочет, пользуясь сложившейся ситуацией, получить существенную как бы выгоду для Соединенных Штатов, то есть в какой-то степени их ресурсные затраты компенсировать.
И это как бы в случае удачи, это для него индульгенция по поводу самих переговоров с Россией или возможных уступок России. То есть американский истеблишмент и американское общество легко простит ему, допустим, то, что он отдаст украинские территории России, если сами Соединенные Штаты получат существенную экономическую выгоду. Это понимают прекрасно и в Киеве, это понимают прекрасно и в Европейском Союзе, поэтому и ведется такая вот закулисная большая игра вокруг этих договоров. То есть понятно, что это очень интересное бизнес-решение, оно перспективное для Соединенных Штатов, но здесь результата нужно еще добиться. Николай, большое спасибо, что нашли время, как всегда, ответить на наши вопросы. Благодарны вам. На этом на сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.